Пожелтевшие фото и документы – драгоценные семейные реликвии. И, кажется, всю войну можно проследить по эпизодам из жизни конкретных людей. Для Батыра и Исраила Буражевых эти документы и несколько фотокарточек – свидетельство подвигов их отца Магомеда Сасламбековича. Его боевой путь начался еще в 1939-м, когда он, приписав себе несколько лет, ушел служить в армию. Произошло это забавным образом. Повестки на границе. В общем, конавашки, я ханякби фукяттар динер элч. Повестки сэр хаяк хажук энкдин. Еркят дин куночек ма доаждат на кят яна yok дин хашул киза ашдилат. В общем, тут я военкоматова. После уже началась война. Сержант Буражев прошел ее всю, от Кавказа до Германии. Он участвовал в освобождении Новороссийска, Таманского полуострова, Минска и Варшавы. Принимал участие в боях под Ковелем, Кёнигсбергом, в штурме Берлина в составе гаубичной артиллерийской бригады. Это уже весна 43-го, 58-й армии. Вот. Первое боевое крушение в составе этой 58-й армии под Новороссийском, короче. Цель уже конкретно уже по освобождению Новороссийска. Брежневская малая земля, вот Таманский полуостров освобождать. Цель он был. Это первый 43-й год весна. Да так бог уже. Из моста сюда-то шиву йохо. Одни выслал, он должен был, это мост. Сюда хит. Что тихо, что йохтва по немец катавиацию, да, что Бог хабир. Жизнь Магомета была насыщена необычными событиями. Сыновья, смущаясь, рассказывают, каким интересным образом познакомились их родители. Магомед Сасламбекович отправил домой письмо с фронта. В это же время вестей от брата Магомеда, но уже Муружева, ждала и Хяди. Подумав, что треугольный конвертик адресован ей, забрала его у почтальона и отправила ответное письмо по тому же адресу. В общем, по этому адресу агар кят юдахтаться лягдин. Там, видать, что обстановка описать алгицара, халчу саламашул, дейту, халчу, ну, в общем, царыжу ахажил, саламашул, атлад, кят дадатад. Отец письмо получил, ну, сразу же хит не видит, что его с кем-то перепутали, но это письмо на фронт, значит, и чтобы не разочаровывать их, короче говоря, Мишхан вожер гош валим дикмади, ну лархан ватқыз диен. Так и началась переписка. Магомед отправлял денежное довольствие семье Муружевых. Во многом это помогло выжить им в сложные времена. Сам же сержант Буражев отправился в Казахстан только в 1946 году. И, конечно же, сразу женился. Хоть он и был единственным сыном у матери, в браке с Хяди у него родилось 6 детей. Когда когда люди фамилию меняли, подделывали документы, чтобы остаться. Не знаю, по каким обстоятельствам, но садя лечку и шаман даст, по документам он числится как ингуш. Еще, помимо всего прочего, в июле 1944 года его принимают кандидаты в ВКПБ. Он награжден орденом славы 3-й степени, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина и победу над Германией. Память и достояние нации. Где-то у него 6-7 наград были. Летопись целой эпохи. События той войны уходят все дальше в прошлое. Все меньше остается участников и свидетелей. Но семья Буражевых трепетно хранит воспоминания о своем отце и деде. Радио эфирышко хагажмехтик яхани вейстак газетышк журналыш кинишкиште дехлени валы сацарбети вейқамыш кужбоч наха Пейден хлор сатус уже вецлугуаз уже туда хочу начать язык вот цунцара улицы
أقز حقيقي ماشي نظراني تنظر أولتي تم دخان ويدا سيبرا حالدي جاش صديق كاشول ده وآخر ملقي بيك بول بيش قستش ماشي После войны Магомед работал в военизированной охране, окончил курсы трактористов, работал комбайнером, а после возвращения на родину в Малгобекском нефтяном комплексе. Не стало Магомеда Сысламбековича в декабре 1971-го. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.